Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич Бишкек шаарындагы болуп жаткан абал тууралуу маалымат берет. Бүгүн биздин брифинг түзүүбүдөн ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ радиолорунун, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радионун баракчаларынан угуп көрө аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики, коменданта города Бишкек Оразалиева Алмаза Кыдырмаевича. Он расскажет нам о ситуации в городе Бишкек на сегодняшний день. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, областные телеканалы и медиацентры. Также на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, по национальному информационному агентству Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Алмаз Кыдырмаевич, сөз сизде. Рахмат. Урматтуу шаардыктар, саламатсыңарбы? Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынды. Туруксуздукту болтурбоо максатында Бишкек шаарынын ички иштер башка башкармаларынын өздүк курамы жана куралдуу күчтөрүнүн өздүк курамы коомдук коопсуздукту жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо багытталган иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарынын аймагында дезинфекция жүргүзүү үчүн карантиндик зоналар түзүлүп, төмөнкү көчөлөргө тосмолор коюлган. Ахунбаев, Чапаев, Жаш гвардия, Жибек жолу, Осмонкул, Салиева, Курмандатка жана 7-апрель көчөлөрдө. Мындан тышкары карантиндик зона кеңейтилип, төмөнкү көчөлөргө кошумча блокпосттор коюлду. Түштүк багыт, түштүк магистралга чейин, түндүк багыт, Чоң Чуй каналына чейин, чыгыш багыт, Чокан Валиханов көчөсүнө чейин, мурдагы Чолпон ата көчөсү, батыш багыт, Садырбаев көчөсү, Баха чейин. Коменданттык саат талаптарын бузгандыгы үчүн райондук ички иштер башкармактыгына жеткирилген жарандар жалпы саны 58. Алардын ичинен 50 эркек, 8 аял. 1 Май район боюнча 19 жаран. Октябрь район боюнча 4 жаран. Ленин район боюнча 22 жаран жана Свердлов район боюнча 13 жаран жеткирилген. Урматтуу шаардыктар, 2 апрелден баштап электрондук уруксат берүү система киргизилген. Бүгүнкү күнү ошо электрондук системасына 16213 заявкалар берилген. Ошондой комендатура тарабынан 725 уруксат бекитилген. Уважаемые горожане, в городе Бишкек общественно-политическая ситуация находится на контроле у органов государственной власти. Хотел бы, доложить вам о карантинных зонах. В Бишкеке, у нас действуют карантинные зоны, ограниченные улицами Ахунбаева, Молодая гвардия, Жибек жолу, Осмонкула, Салиева, Курмандатка и 7 апреля. Помимо этого, карантинную зону мы расширили. Ограниченная, карантинная зона дополнительная, это у нас Южная магистраль, Большой Чуйский канал, улица Чокана Валиханова и улица Садырбаева, в которой проводится дезинфекция. За нарушение комендантского часа было задержано 58 граждан, из них, 50 мужчины, 8 женщины. По Первомайскому району 19 граждан, по Октябрьскому 4, по Ленинскому 22 и по Свердловскому 13. Уважаемые горожане, в условиях сложившейся ситуации, когда в нашей стране ежедневно уже выявляются новые случаи заражения коронавирусом, я вас призываю к пониманию происходящего, так как в истории Кыргызстана впервые происходит такое чрезвычайное положение. За вчерашние сутки
уже выявлено дополнительно 10 новых случаев заражения в городе Бишкек. Как ранее я говорил и писал, сейчас закончился инкубационный период у лиц, контактирующих с первыми зараженными коронавирусом. Поэтому, особенно в ближайшие 2 недели, и далее прошу вас максимально сократить контакты и находиться дома. Уважаемые горожане, комендатура работает в авральном режиме, и все наши усилия направлены в первую очередь на максимальное снижение передвижений по городу как транспорта, так и горожан. Все принимаемые меры направлены на то, чтобы не допустить роста заражения коронавирусом среди населения. Вместе мы победим и сохраним наш Кыргызстан. Уважаемые горожане, к нам приходят на горячую линию, в соцсетях вопросы, поэтому я хотел тоже их осветить. Вот часто задаваемый вопрос. У меня велосипед, мне нужен пропуск через блокпосты. Согласно приказа комендатуры, передвигаться в городе, в том числе на велосипеде, разрешено, но не более радиуса 1,5 километров и, самое главное, по крайней необходимости. Еще раз повторюсь, это у нас 3 крайней необходимости, когда человек может выйти из дома и в радиусе 1500 метров выйти на улицу. Значит, это в первую очередь продуктовый магазин, это аптека, это поликлиника. При этом гражданин должен при себе иметь маршрутный лист, документ, удостоверяющий личность. Так, вопрос от адвокатов. Уважаемый пользователь Эдуард Ли, не можем участвовать в субъектных процессах из-за отсутствия пропусков. Помогите, пропуски не выдают. Вам необходимо обратиться с письмом от адвокатуры Кыргызской Республики, комендатуру со списком практикующих адвокатов на территории столицы, которые принимают непосредственное участие на судебных процессах у следственных судей во время избрания меры пресечения подозреваемых лиц для получения соответствующих пропусков. Права и свободы человека относятся к высшим ценностям государства, где в городе Бишкек я лично слежу, чтобы не нарушались права и свободу каждого гражданина. Так, вопрос. Где содержатся задержанные во время комендантского часа? Не заразят ли друг друга? Какие у них условия? Задержанных во время комендантского часа доставляют местные районные управления внутренних дел, где с ними проводятся разъяснительные и профилактические беседы, отпускают домой после окончания комендантского часа. А порой при необходимости мы доставляем их домой. Так, как обстоят дела с питанием милиционеров? На сегодняшний день комендатура обеспечит все милиционеры, которые служат днем и ночью. Нет такого, чтобы хоть один сотрудник милиции остался без питания. Распространяемые слухи о том, что мы не кормим своих сотрудников, не соответствуют действительности, так как я сам лично контролирую питание сотрудников правоохранительных органов. Что делать, если милиционер на блокпосте нарушает ваши приказы? Вчера во время конференции я уже говорил, необходимо обратиться в горячую линию на короткий номер 1312, где конкретно указать причину, значит, не пропуска через блокпост, и мы в свою очередь проведем проверку. Так, вот очень такой наболевший вопрос. Родственники лиц с онкологическими и заболеваниями и тяжелобольных граждан не могут попасть в городские больницы и доставить необходимые лекарства и другие вещи. При наличии соответствующих медицинских справках с прописанными данными близких родственников, я еще раз хочу уточнить, что именно с прописанными данными близких родственников в медицинской справке, которые закреплены как ухаживающие лица и подписанных лечащими врачами. Надеюсь, врачи пойдут навстречу в период чрезвычайного положения. При наличии паспорта, маршрутного листа с указанием точного адреса больницы смогут проехать в город к своим родственникам, проходящим лечение онкологических заболеваний и других видов тяжелых болезней. Почему нельзя складировать более 5 тонн муки? Вчера, значит, вышли сообщения в социальных сетях. Вот. Мною был издан приказ от 4 апреля 2020 года номер 25 в целях недопущения предупреждения искусственного завышения цен на социально значимые товары первой необходимости, так как со стороны недобросовестных предпринимателей
допускается складирование данной категории, значит, продовольственных товаров, что может вызвать искусственный дефицит продуктов питания. Отмечу, что ранее в столице в начале периода введения чрезвычайного положения на столичных рынках начали массово закупать муку, вследствие чего в торговых точках создалось массовое скопление и возмущение жителей города Бишкек, так как некоторые предприниматели, воспользуясь моментом, начали складировать муку, что вызвало искусственный дефицит товара, а также резкий скачок на ажиотаж и резкий скачок цен и ажиотаж среди населения. Вот по фермерам очень тоже такой вопрос интересный. Фермеры не могут выехать из города на поле. Сегодня мной был подписан приказ о разрешении на передвижение транспортных средств и лиц, занятых в весенне-полевых и сельскохозяйственных работах. Значит, где предписывается обеспечить беспрепятственное положение с 7:00 до 19:00 часов через блокпосты города Бишкек транспортных средств и лиц, занятых в весенне-полевых и сельскохозяйственных работах. Этим же приказом мы утвердили путевой лист транспортного средства, согласно приложению. Сегодня вы можете на сайте Минюста, а также в социальных сетях значит, с ним ознакомиться. Вот. Хочу, значит, также сказать, что по приложению путевой лист, где включает дополнительные документы, это, значит, справка с Айлок-Мату, а также от других государственных органов о наличии земельного участка из категории пахотных земель. Если земля выдана в аренду, значит, договор аренды и справка с Айлок-Мату. По этим документам беспрепятственно будут пропускать через блокпосты в городе Бишкек. Спасибо за внимание. Алмаз Кадырмаевич, здесь два вопроса от жителей. Житель города Бишкек. У меня нет прописки, но есть паспорт, маршрутный лист и справка от Домкома о фактическом проживании. Для оплаты кредита в ближайшей филиале банка, а это больше 1,5 километров, мне нужно выйти на улицу. Могу я выйти и заплатить кредит? А если нет, то кто будет нести ответственность за просрочку кредита? Я, значит, на этот вопрос отвечу таким образом. Это, да, это не острая необходимость, но, значит, банки могут и не быть в радиусе 1,5 километра. Я думаю, что наши патрульные будут относиться к этому с пониманием. Почему? Потому что в наличии есть все документы. При этом надо просто в маршрутном листе указать причину, что необходимо в срочном порядке оплатить проценты по кредиту. И второй вопрос, последний. Вот нас в последние дни начали проверять удостоверение личности. Мы, так как являемся государственными служащими, но еще патрульная милиция также требует паспорта. Зачем, если у нас есть на руках удостоверение служебное? Дело в том, что в условиях чрезвычайного положения, значит, закон распространяется на всех. Это требование закона, значит, служебное удостоверение, оно не является документом, удостоверяющим личность. В перечень этот не входит. Значит, входит в перечень это водительское удостоверение плюс ID-карта. Спасибо. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Орозалиев Алмаз Кадырмаевич болду. Бишкек шаарындагы абал боюнча коменданттык саат маалында кандай эреже бузуулар болду, кандай дагы коомдо маселелер көтөрүлүп жаткан, ошолордун баарына жооп бере алды. Бүгүнкү биздин брифингти Түз Ободон, ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида 5 канал, облустук телеканалдардан жана медиа борборлордон, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Менкай ЛФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebook'тан Кыргыз өкмөтү социальный правительство Биринчи радионун баракчаларынан угуп көрө алдыңыздар. Чоң рахмат.